Петр Великий к 350-летию со дня рождения первого императора России. Выставка под таким названием открылась в отделе истории Национального музея Коми. На экспозиции представлены предметы, которые связаны с наследием великих дел Петра I. Это памятные медали, печатные издания, книги, карты и даже пушка XVIII века. Анастасия Тюрнина прикоснулась к истории. Изразцы с различными изобразительными мотивами. Они использовались для облицовки каминов, печей, стен. Через них и гравюры с античными и батальными сюжетами, которые стали частью советского интерьера, на выставке показывают реформы Петра I в сфере образования, культуры и искусства. Украшают выставку книги по грамматике и риторике первой половины XVIII века. А вот памятные медали. Их изготовили в честь морских и сухопутных сражений Северной войны XVIII века и других исторических значимых событий. Петр I и сегодня олицетворяет волю к победе. Вещи, конечно же, хранились не непосредственно в связи с личностью императора, Петра I. Эти коллекции, вот, например, книги, они из Усольской общественной библиотеки. В них хранились редкие на сегодняшний день книги, и они тоже связаны как раз вот с деятельностью Петра, потому что его последствия, последствия этих реформ, они зашли надолго. Памятные медали, они попали к нам в связи с тоже с Великой Отечественной войной. Дело в том, что в эвакуацию из Ленинграда попал сюда человек, Николай Карлович Нилендер. В 1943 году он посчитал необходимым сдать коллекцию этих памятных медалей. Правление Петра I стало переломным временем для России. Изменения были связаны с характером императора. Его многочисленные путешествия по миру на выставке отражают географические карты. А это пушка XVIII века, символ создания промышленных мануфактур и формирования Петровской армии по европейскому образцу. Она использовалась для запуска фейерверков, поэтому большая была и не нужна. Петр I – это, наверное, и олицетворение империи. Поэтому сегодня тоже, наверное, на протяжении и XIX, и XX века историки обращались к опыту Петра, к осмыслению его деятельности, чтобы понять, что за страна Россия и что движет нами, когда мы совершаем какие-то действия. К Петру I, как к исторической фигуре, в разные времена относились по-разному. Кому-то реформы первого императора кажутся насилием. Другие считают, что благодаря Петру Россия стала великой державой. К этому мнению склонно и большинство современных экспертов. Преобразование XVIII века – это укрепление государства и защита его интересов. Анастасия Тюрнина, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган».